Сағынып иске аласымны белем, қыңғыраулы мәктәп елларын. Алдан инде язмыш көтсә дә мин, шул елларны ахры уйлармын. Кая илтер, кая алып барыр бу катлаулы тормыш юллары. Матур бер җыр булып калсын иде күңелләрдә мәктәп еллары. Матур бер җыр булып калсын иде күңелләрдә мәктәп еллары. Оясыннан китә кош баласы, канатларын ығып хәл кергәч, без дә шулай читкә таралырбыз, мәктәп яше тулып өлгергәч. Кая илтер, кая алып барыр бу катлаулы тормыш юллары. Матур бер җыр булып калсын иде күңелләрдә мәктәп еллары. Матур бер җыр булып калсын иде күңелләрдә мәктәп еллары. Uşaqlarның моңлы хәтирәсе сагындырмый әле бүгенгә. И мәктәбем гомер буе синең кыңгыравың шыңлар күңелдә. Кая илтер, кая алып барыр бу катлаулы тормыш юллары. Матур бер җыр булып калсын иде күңелләрдә мәктәп еллары. Матур бер җыр булып калсын иде күңелләрдә мәктәп еллары. Bunların завтракы бар міне? Завтрак мı? Bunlar indi класс? Второй? Her bir класс koyar mı okutan mı? Три в одном туре мı? Пока держимся отдельно. Мында масонский балалар бар міне? Масон нелер, знакларын көтілер. Масон балалар. Ана көтіп отыра. Разные бар дегене. Ты дойди, потом пойдешь. Он yıl ötkəz qararlar öglərin. Siz уже яңа директор буласыз, не? Дүртінші ел шлемені қазір. Безеліп кеткенде 4 ел болған. Баястан еліп келіп. Баястан келіп. Күн жаққа үйреті. Еще тоғын сыларда башана дәріп. Не олай ертақ болғаны? Просто совершенно возможно. 7 шар сағат расписание, пятидневка выделили. Электрика субботу вроде про 5 шар жарысы құрған можно было. Оказывается, пятидневка. Это нравится пятидневка. Это республика пятидневка. Понятно. Рекомендации бойынша автомобильная место, что
İstanbul'da Şegenik. Tamam. Ini di kelas mana? Кабинет географии. Ini di kelas Мы пятый. 5. Да. Ya. Ini makanya. Hamma almaz. Assalamualaikum. Aman. Okuyuz mu? 9 saattan kelip öttük. Или erterak keldin mi? Ne, erterak kelmeydin mi? Avtobus. İstanbul'dan birisi koşuyor. İstanbul'dan birisi rakti ya. Orası yedek kelip dahlan de. Ini kemudian. Buldu mu ne? Baktas. Кабинетler. Bu bilimler riski. Понятно. Ne düşünmeleri o? Yok yok. Садитесь. Домашнее задание было. Вы должны были мне, я знаю, написать высказывание о языке. Так ведь? Вспомнили? Да. Кто мне прочитает свои высказывания? Я. Давай. Это чьи высказывания? Твои? Это же тревожность. То есть это ответ у тебя на вопрос. Так ведь? То есть то, что мы с вами на уроке не успели, ты дома сделала. Вот это? А следующее задание? Упражнение 3. Для всего... Ну, я там не поняла, там сказать, написать. Одно слово высказывание. Ну давайте, кто первый? Первый ответ на вопрос. Какой вопрос был? В чем заключается богатство русского языка? Так ведь? Да. Ну давайте ответ, а потом высказывание. Кто ответит еще раз? Громко, ясно. Читай. Сейчас. В русском языке много способов образования новых слов, и поэтому он обладает неиссякаемыми источниками пополнения своего словарного запаса. То есть, по-твоему, богатство русского языка заключается в том, что там очень много новых слов, и еще есть возможность увеличить количество Своего словарного запаса.
словарного запаса. Вы согласны? Да. Все согласны? Да. Есть что-то высказывание Паустовского из упражнения номер 2 с учебника? Да. Русский язык один из самых... Слова Паустовского. Для всего. Русский язык необыкновенный, богат. Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов. Русский язык... Все. Значит, слова Паустовского какие были? Еще раз повтори-ка. Для всего. Русский язык не... Для всего. Я прошу тебя повторить четко. Высказывание Паустовского для всего. А для всего в русском языке есть великое множество хороших слов. Как ты понимаешь вот это высказывание? Что есть много хороших слов в русском языке. Только мы их не часто применяем, да? Надо побольше применять этих хороших слов. В русском языке есть великое множество хороших слов, как Паустовского. На самом деле это так. Берем слово «благодарю». Благодарю от слова «благодарить». Благодарю – очень хорошее слово. Родители учили благодарить людей. Очень приятно получать и дарить благодарность. Давайте благодарить друг друга. Молодец. То есть ты пример один я привел один пример, да, Виктор? Теперь область определений. Вот это x. Но скажем другую функцию. Для примера возьмите еще одну функцию. Это линейные функции, мы его просто вспоминали. И у нас функция изображается какая-то произвольная функция, которую мы никогда еще не проходили. Что делаем? Так, получается что? Мы здесь строим какую-то функцию, что там было. Так, как мы делаем? Вот такая, да? И еще пусть будет она. Ну, вот такая вот. Видите, да? И вот тут вот, смотрите, есть пустое место, то есть дырка. Вот тут не существует, правильно? Не существует функции. Это у нас x, это у нас y. Давайте попробуем написать для этой функции область определения. Не существует эта функция. Зигачин. Что мы сейчас сюда, что я должен написать? Область определения вот этой функции. Вот, идем до этого места. От минус бесконечности до от минус бесконечности до А. Обратите внимание, скобка круглая, да? Так, и здесь дальше. Объединение ставим и дальше. Дальше. От точки А до плюс бесконечности. О, от точки А до плюс бесконечности. Вот это и есть область определений данной функции. Понятно? Область определений мы всегда смотрим по оси X. Записали, да? Дальше идем. Вот тут область определений. А область значения это что тогда? Это значит проекция графиков на ось. Вот смотрим на линейную функцию. Его проекция куда идет? Здесь дырки есть где-нибудь? Нет. Значит, вся область определения получается от минус бесконечности. Область значения обозначается вот так. G от F. Здесь опять они с областью определения совпадают. Получается от минус бесконечности до плюс бесконечности. Видите, да? Повторение по обществу, повторение материала 10 класса, ребята. Сейчас попробуем решать задачи по тем темам, которые мы проходили. Вот, наверное, и все пока. Сейчас
заходим в YouTube и ищем задачи, которые нам нужно пройти. Смотрите, что мы проходили по прошлым ходам. Это прежде всего учебники для сейчас. Я думаю, что посмотрел вы. Вот и будем думать, вспоминать и решать. Kamu kadar? Жетме класс, да? Гіл елдерлер гана мында? Или бүтін ауыллардан елған ма? Зелдерашки только, да? Нет, Баязитовский. Баязитовский бар. Тағын ненде ауылдан бар? Истанбул. Қайдың класста ма? Бешенче сентябрь. Сэмэ Хаши. Я спросил. Defterlerle kırmızı program, balıklamaydan, kimler defterlerini bilmegen, ikinci dersken meni alıp kilesiz, değil mi? Meni ona koyarız, defter veririz. Alıp kilesiz, yazıp emekler. Hazır birinci, aytıp söylep aytıp gitkenmişe, bu yıl sizin bilen birinci klaslarınız, Koltar tili, sizin bilen ona kitap boyunca okuyacağız. Авторлары Савдиева, Алисова, Сабиржанова, Нуриева. Менде темалар өтәчәкбез бүгенге быелгы уку елында. Үткән елны 6-нчы сыйныфта сез белән морфология укый башлаган булсак, шул морфологияны дәвам итәчәкбез. Фигыльдән башлап. Машылды? Морфологияны үтсәйдек дип нәрсә? Үтәлгән морфология. Ненде сөз түркемдері білеміз? Части речи. Фигыль. Иsim, sıfat. Урыс тіліндегі кебек ұқсайды. Имя существительное иsim. Иsim түрінде нәрсе білеміз? Кім нәрсе сұрағына жауап қойып келемін. Мына чекімнен деп ұмытылып кетмеген шәует. Кімнің тағы нәрсе есінде қалды? Исіне түшәлі, шабары, кабинетқа кіру білен есіне шабары ұқсайды. Шыннан, афиғы. Глагол. Нишли, нишәлі деген сұрағына жауап қойып келемін. Sıfat. Неге қайсы сұрағына жауап қойып келемін. Алмашылық. Сон. Надо говорится, усы, печи. Так, когда после заходит, что мы делаем? Встаем. Встаем, да? Так, положите. Это упражнение, шестое пишем. Открыть декоратив, пишем равно. Две пословицы, которые вам нравятся. Спины прямые. Декоратив с наклоном. И художество. Пишем упражнение, заметьте, шестое и выполняем. Мында оқушылар нендей ауылдардан келгендер? Спины прямые. Тетрадь с наклоном. Баязит. Жильдер.
Ладно? Поэтому давай, Исенбасис. Не стыдно молчать, коли ничего сказать. Коли нечего сказать. Коли нечего сказать. Еще раз. Еще раз читай. Не стыдно молчать, коли ничего сказать. Нечего сказать. Коли нечего сказать. Как понимаем вот эту пословицу? Что молчать не стыдно, а вот бла-бла-бла-бла-бла-бла, это уже стыдно. Да. И еще, как вы понимаете? Алина, ты как ты понимаешь? Я понимаю, что это значит, когда ты ничего не говоришь, это не стыдно, а когда тебе ничего, ты не знаешь, что тебе сказать, тогда тебе стыдно. Конечно, так не получается. Так ведь? Так, ну а сейчас я вам даю задание такое. В тетради пишем упражнение. Запишите. Пишем упражнение. Третье. Не надо, не надо. Сели правильно. Так, прочитали все пословицы и записали 2 пословицы, которые вам наиболее понравились. Пальчиками составляем, да? Это упражнение. Да? Вот отсюда начинаешь. 2 пословицы, которые вам наиболее понравились. Пишем, ладно? Сегодня мы будем поздравлять учителей и учащихся с этим замечательным праздником. Печали, какие мысли по коридорам пустоте мои слова зависли. Сажусь на свою парту и сразу станет теплее от воспоминаний между нами и то, что будет все иначе. Я обещаю, здравствуй, школа, я возвращаюсь. Я возвращаю школу нашу. Двери открой свои скорей. Стали на год мы старше и чуть-чуть мудрее. Возвращаю школу смело. Исписанные парты детворой. Как дороги мне эти стены, где летим с тобой. Направились к новым вершинам. Здравствуй, школа, минуя это лето, мы пережили много слов и много сюжетов. И как бы не хотелось спать и игра с страданием, мы к первому уроку всегда без опозданий. И все мои учителя уже родными стали. Это магия души и чудо ожиданий. И то, что будет все иначе, я обещаю. Здравствуй, школа, я возвращаюсь. Я возвращаю школу нашу. Двери открой свои скорей. Стали на год мы старше и чуть-чуть мудрее. Я возвращаю школу смело. Исписанные парты детворой. Как дороги мне эти стены, где летим с тобой. Накрылись к новым вершинам. Я возвращаю школу нашу. Двери открой свои скорей. Стали на год мы старше